Врач, пожелавший остаться неизвестной, работала в бишкекской кыргызско-турецкой поликлинике. С самого начала эпидемии она находилась в красной зоне вместе с тяжелобольными пациентами, в результате чего сама тоже заразилась и переболела коронавирусом. Лечилась там же. Последствия перенесенного тяжелого заболевания дают о себе знать по сей день. Деньги необходимы на лекарства, но обещанной компенсации так и не получила. Өкмөт тарабынан 200 миң сом берилет деп медиктерге азыр телевидениеден тынбай айтылып келип атат. По телевизору передавали, что по 200 тысяч сомов будут давать переболевшим медикам компенсацию. Но с мая месяца мы ничего не получили. Много таких, как я, перенесших коронавирус. Нам дали вот такие отказные. 8-9 вместе со мной получили отказ. Мы все переболели. Денег едва хватало на лекарства. Не то что на лечение. На проезд в общественном транспорте нет денег. Размеры компенсации будут изменены, заявили в правительстве. В парламенте уже приняли на этот счет постановление. Это поможет выплатить компенсацию всем медикам полностью. Правда, в Кабмине не уточнили, уменьшится или увеличится сумма компенсации. Ранее, в мае 2020 года, в правительстве приняли постановление, согласно которому медработникам, заболевшим COVID-19 на работе, государство выплачивало по 200 тысяч сомов, семьям умерших медиков по 1 миллиону сомов. Но за полгода компенсации получили лишь 608 переболевших коронавирусом медиков и семьи 30 погибших медработников. Мы их спрашивали по анкете, вам делали выплаты, компенсации какие-то, делали вам повышение зарплат? Нет, такого не произошло. Они остались между законами. То есть их учреждения, в которых они работают, не позаботились о них. Многие из них вольно наемные. Но даже военнообязанные медики, которые ходят в форме, да, в погонах, они тоже не получили. Получили как обычную зарплату. Впрочем, медики не раз заявляли, что получить компенсации очень сложно. Есть бюрократия и сложности при сборе документов. Кроме того, очень сложно доказать, что заражение произошло именно на работе. Если медик не докажет, что он заразился на работе, ему не выплатят компенсацию. В Министерстве здравоохранения лишь обещают решить эти проблемы. Толық негіз болған жоқ, бұл жұмыс уағында жұқтырып алды деген біріншіден. Нет полных документов. Мы, например, всегда говорим, чтобы все документы положили в ящик или под ящик. Никто не будет знать, чьи документы. Мы отдаем документы на комиссию. Чтобы не срабатывал такой вот человеческий фактор, мы сделали так. Мы также просим о помощи волонтеров, госорганизации. Штаб кетшет, ешкім білвейт. Между тем, за все время пандемии в Кыргызстане коронавирусом заразились более 4000 медработников. По данным Минздрава, на 20 октября от COVID-19 умерли 84 медика. Бахыл Кучуманов, Халыс Сакибаев, Нью ТВ.